Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Моего сегодняшнего гостя многие называют романтиком-философом, который хочет сказать свое слово в музыке. Любовь к классике в нем началась с арии в оперетте «Свадьба в Малиновке», а уже через пару десятков лет он стал солистом Мариинского театра. О любимом репертуаре, современной опере и о малой родине Якутии, городе Якутске мы сегодня поговорим с Григорием Чернецовым, заслуженным артистом Республики Саха-Якутия, заслуженным артистом Санкт-Петербурга. Григорий, добрый вечер. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер, уважаемый зритель. Ну, во-первых, добро пожаловать, конечно, в Якутск. И как вас встретила родная земля? Насколько я понимаю, вы впервые привезли на родину и вообще на гастроли свое амплуа Онегина. Совершенно верно. Доводилось не раз приезжать с концертами, с выступлениями, но вот в этот раз поступило предложение поучаствовать в серьезном проекте, совместном с Якутским оперным театром и исполнить оперу Онегина в заглавной партии, собственно, выступить. Встретили нас в национальном костюме, и кумыс, оладушки, в общем, все такое. Я вообще впервые, меня так встречают здесь. Было очень приятно, в общем-то, вернуться в родные края. А в Санкт-Петербурге ведь тоже отмечают ИСЭХ, там есть землячество. Да, и в Москве. Да, меня практически каждый год приглашают поучаствовать в последние годы. И в этом году я также был в Москве и спел несколько песен на ИСЭХе, недалеко от Красной площади. У вас какая-нибудь якутская песня есть в репертуаре? Я знаю, что вы эстраду иногда поете. Да, иногда. Очень много пою. На самом деле, есть у меня, да, песня «Сахам Сиры Барахсан». Вот. Ну, она у меня там что-то куплет на якутском, куплет на русском. Хорошо, давайте к детству, к творческому пути, да, что вы петь в хоре начали в возрасте 6 лет, изучая попутно сольфеджио, фортепиано. Я так понимаю, музыкальная школа это была? Ну, в целом, да, хор мальчиков это такое, я не знаю, по-моему, у нас уже он расформирован, да? Это хор мальчиков при президенте Михаиле Ефимовиче Николаеве? Это было, в общем-то, базовое образование, в которое входило, да, действительно, и сольфеджио, и фортепиано. Ну, то есть как классическая школа? Не классическая, просто музыкальная. Как музыкальная школа, да, школа. потому что мы пели, в основном это были эстрадные композиции, да, и на якутском языке, на русском. Мы гастролировали по республике, даже были моменты, когда ребята ездили за рубеж. Помню, что там Голландия была. Все, сейчас не вспомню, конечно. В общем, я участвовал в основном только в региональных концертах. Вот. А кто-то из этого хора еще стал? Вы знаете, по-моему, нет. Что удивительно, да. Вы единственный, да? Это очень интересный такой факт, что из такого огромного количества молодых, талантливых детей. Да, стал вот Григорий неожиданно для самого себя. И неужели этой подготовки хватило для поступления в Санкт-Петербургскую консерваторию? Или вы потом музыкальное училище еще закончили? Вот я как раз нестандартный ребенок в этом плане был, потому что в целом для меня никогда не было мечтой, желанием идти по музыкальной линии, да, потому что мы ребята простые, дворовые, да, дворовые ребята, которые... 33-я школа? Да, 33-я школа, там, улица Дзержинского, где я жил, где мама до сих пор живет. Мы, что называется, тусовались там по дворам, лазили по гаражам, по трубам. По теплотрассам? По теплотрассам, да, в общем-то. И у всех были какие-то, такие весьма простые пацанские желания быть... Один, пойду в милицию,
потом полиция, да. Там речное училище недалеко от 33-й. Многие Да, туда... да, речное обязательно, да. И такие, по-моему, у нас есть. Там, заниматься машинами, я не знаю, ну, чем угодно. Но музыку это как-то не по понятиям было у нас тогда. И, ну, а мама, соответственно, с самого детства как раз, наверное, вот мечтала, что ли, чтобы я пошел по этой стезе в школе, потому что меня ориентировали на госуправление или там что-то такое, ФСБ. Я тоже мечтал быть разведчиком, такая романтика и все так по-мужски. Но музыка увлекла действительно со временем. И я закончил 11 классов в 33-й школе. И как-то минуя музыкальное училище, но при этом я, естественно, посещал его, занимался как бы факультативно, да, и сольфеджио, и оперным вокалом уже начали так брать некоторые уроки, да. А у кого вы брали уроки в Якутске, интересно? В театре вот сейчас Юрий Байшев, Да. знаменитый, наш оперный певец, баритон. Вчера мы с ним встретились на репетициях, очень приятная такая встреча. В хоре мальчиков это была Данилова Инна Владимировна, которая, кстати, тоже вот... Мы, в общем-то, всех постарались пригласить на оперу, чтобы они посмотрели результат своего вот обучения, вклада в мою, в общем-то, музыкальную карьеру, что ли, на своем этапе. Но вы говорите, что в детстве мечтали совершенно о другом, да? А когда появилось вот это вот желание блистать на сцене и вообще посвятить себя музыке? Ну, честно скажу, Или поступление в консерваторию — это была мамина идея? Да, это ее была идея. Но где-то лет в 14-15 я в какой-то начало уже созревать самосознание такое, появляться такое «я», что называется, внутреннее. И я задавал себе вопрос, вот для чего мне это надо? Какая цель нахождения на сцене? Потому что, как правило, всегда до совершеннолетия я сталкивался с жутким волнением при выходе на сцену. Ну, наверное, это происходит, вот я сейчас понимаю, как раз из-за того, что ты не можешь оправдать это. Для чего ты вот вышел сюда, ну, что-то себя показать, не знаю, там, получить денег, да, банально, или еще, ну, работа, это что для тебя? И вот лет 14-15 был один концерт для ветеранов. Концерт хора? Нет, сольно уже сольно. Сольно уже. Я тогда пел «День Победы», что такое «Я люблю тебя, жизнь». Я об этом как-то упоминал в одном из интервью. Опять же, это, по-моему, был ДК Кулаковского вроде бы. Это был сборный концерт, много ветеранов, таких пенсионеров было на концерте. Я там, по-моему, спел пару песен, вышел. Где-то это было ближе к завершению концерта. И, в общем, кого-то я ждал в фойе. И закончился концерт, и начали выходить люди, вот эти ветераны, те же самые, да. И, увидев меня, они прям так окружили. Стали благодарить, комментарии: ой, спасибо, вы такой молодой, как приятно, столько эмоций, чувств. И тогда вот как раз пришло вот такое осознание, что это нужно людям, что да? это нужно, что это возможность как-то плодотворно, ну, в зависимости от того, как ты хочешь влиять. В общем, это магия такая, возможно, где-то даже лекарство. Каждый в этом, конечно, найдет свое, но вот это мне действительно понравилось в музыке. Совершенно не блистать, не посмотрите на меня, какой я там такой весь роскошный, красивый, никакие фанаты, ничего из этого никогда не увлекало. Потому что я такой люблю спокойно, тихо, а вот работа ведь какая, ну или не работа, конечно, деятельность.
Вот. Есть такая традиция в консерватории, когда поступившие принимают участие в концерте. Мгм. Вот, помните, что вы исполняли на первом? Вот сейчас не знаю, тогда это была уже сложившаяся традиция всех ребят, мужчин, первокурсников готовить на оперу «Царская невеста», которая проходила вот где-то в первые месяцы начала обучения. Все первокурсники становились, значит, опричниками. В общем, и это было такое боевое крещение в опере, на сцене, консерватории. У нас театр там тоже есть. Это, по-моему, продолжается традиция. Ну, видите, сейчас проблема с возвращением в историческое здание, которое долго было на реконструкции. Но вроде бы вот-вот его должны уже запустить, и тогда традиция, наверное, возобновится. А у вас есть самая любимая концертная площадка? То есть у вас за плечами же очень много стран, городов. Концертная площадка. Европа, Азия. К зарубежным сценам я очень спокойно отношусь. Мне вообще нравится российская. Ну, как-то есть же, публика, мне кажется, любой оперный певец мечтает Ла Скала когда-нибудь выступить. Нет? Ну, наверное, мечтают, да. Но я зачастую сталкиваюсь с тем, что я вообще нестандартный исполнитель. Потому что у меня никогда не нахожу в себе вот таких мечт, которые, по идее, должны быть у людей моего музыкального направления, да, скажем, оперного. Я так вот, если судьба, скажем, предоставит такую возможность, я, конечно, с удовольствием, наверное, ей воспользуюсь. А так российские площадки? А так, российские, я вам скажу, что разные, конечно, уже довелось на этот момент попробовать. Там и в оперном искусстве, и в эстраде. Всегда приятно, когда публика с удовольствием тебя встречает. Это не важно, где вообще, где бы ты ни находился. Но в последнее время я просто нахожусь в таком состоянии, что мне необходимо уже заниматься творчеством. Не просто исполнять, да, вот как многим из нас приходится. Все равно классика — это консервативный жанр. То есть там творчество возможно, скорее всего, только у режиссера, потому что... Шаг влево, шаг вправо, Ну да, и то все эти эксперименты, они далеко не часто бывают интересными и достойными. Да, а исполнителю главное, чтобы по всем канонам. Да, и публике точно так же, как правило. И вам это скучно уже? Нет, это интересно, поэтому я еще продолжаю в этом работать, и есть в планах новые оперы, выучить и, соответственно, там участвовать. Эстрада, опять же, это тоже музыка, которая уже написана кем-то, соответственно, у нее можно, конечно, как-то интерпретировать, прочее, но мне хочется свою. Писать музыку? Да, я этим уже занимаюсь, в общем-то. Я вот недавно подсчитывал, что где-то уже есть около 30 песен. Но они еще в процессе, там еще много что надо редактировать, доводить до совершенства. Совершенно разно. Это есть и хард-рок, и даже панковское что-то, может быть, найдется там. И эстрадное, и что-то классическое, и инструментальная музыка, и колыбельная, пожалуйста. Там, ну, то есть там огромный спектр всяких жанров. Я всегда был меломаном. Я не мог сказать, что вот я люблю только это или только то. Нравится все, вот, что на душу ляжет, что мелодически красивое. А тем более сейчас-то, видите, прогресс-то как скакнул. У нас есть искусственный интеллект, который великолепно помогает. Раньше, чтобы
довести до ума какую-нибудь одну песню, это надо было собирать кучу разных музыкантов. Кто-то может не подойти, там, что называется, кто-то, у кого-то где-то работа, еще что-то. А чтобы встретиться всем в студии, это раньше, вот я всегда удивлялся, как люди могли посвящать себя месяцами, сидеть в студиях, отыгрывать. Ну вот зато это на года, на века потом оставалось. А сейчас мы кто, где, и, в общем, собраться очень сложно. Ага. Значит, вы пользуетесь искусственным интеллектом? Ой, конечно, пользуюсь с удовольствием, да. И недавно, кстати говоря, пришла в ночи, я вернулся с Москвы, у нас была запись на канале «Культура», новогодней программы. И мне еще также не так давно прислали одну песню про Петербург, такая очень мелодичная, приятная песня. Я ее слушал, пока летел, там, час перелета. А пока ехал до дома в Питере, у меня раз там несколько слов так о Якутии пришли в голову, про родину. Я думаю, ох, интересно, а ну-ка разовью. Начал, значит, писать, пробовать что-то там. Была бессонная ночь. Раз там складывается, что-то мне нравится, меняю. Потом закинул это вот в искусственный интеллект. Некоторые отправные точки ему дал. Там же есть возможность, ты можешь напеть мелодию просто. И со словами, допустим, да? И он в разный жанр, там, которых тебе нужно, он их крутит, там, разные варианты предлагает. И, по сути, у меня есть уже песня про Якутию. А когда мы ее услышим? Я на самом деле хотел сделать это вот сейчас к приезду, но поспешишь, людей насмешишь. Связался с аранжировщиком, вот он ждет тоже моих некоторых корректировок. Я надеюсь, что в течение ноября, наверное, как-нибудь сделаем. Я с удовольствием ее презентую. Это будет очень приятная такая в фольклорном таком жанре. Если мне удастся, я с удовольствием. Я уже, кстати, связывался с Аленой Утай. И если она согласится, мы с ней сделаем такой совместный проект, где и она на хамусе или используя еще какие-то национальные инструменты. Вот такую коллаборацию сделаем, и будет песня о родине. Она будет хорошая очень песня. Очень приятно. Ну, если вы и Утай подложная, да, это уже звучит интересно. А нет вот ощущения, что многие говорят, что музыка, которую пишет искусственный интеллект, она такая без души? Конечно, есть, безусловно, да. Поэтому нельзя воспринимать это за чистую монету. Это лишь как, знаете, такой советник. Он тебе просто предлагает разные решения. А дальше собираются живые музыканты. Вместе с ними это все обсуждается, и уже в студии это записывается, как бы используя вот эти вот наметки, которые делает искусственный интеллект. А так в чистом виде, безусловно, это и мне тоже. Ну, потому что это меня очень заинтересовало, удивило, потому что мне всегда казалось, что вот эти песни, которые искусственный интеллект пишет там, на твои слова, это для корпоратива, для юбилея. 100%. Да, это даже сразу слышно, вот если там кто-то для забавы делает себе под видео какую-то подложку и вот заказывает интеллект. Ну, даже слышно голос, слышно, как это, действительно пластмассово звучит. Нет, в чистом виде нельзя это делать. Но вот вы сказали, вам пришли строчки, то есть вот когда вы пишете песни, сначала первым возникает текст, да? Или не всегда, или иногда вместе с мелодией, или иногда просто мелодия? Да, просто мелодия, да. А иногда вот ты пишешь, делаешь вот эту вот музыку, опять же, пытаешься напеть, понимаешь, нет, слова, какая-то ерундистика. И понимаешь, что нет, надо оставить просто инструментальный вариант, без слов. Пока мы готовились к интервью, в интернете куча видео с вашими выступлениями, да, и на одном из концертов вас представляют как любимого певца многих королевских семей и руководства страны. Объясните. Ой, это забавно, я даже сам, когда это читаю, думаю, это как поэт приукрашает.
чувства, события. Но не на пустом же месте. Ну, там была такая забавная история, что... Расскажите. Не помню, какой это год был. Может быть, 12-й, что ли, 2012. От Академии молодых певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Абисаловны Гергиевой нас отправили, 3 ребят из Академии, отправили в Лондон. Даже нет, не в Лондон, а в Англию. Где там были... Какой-то был замок, дворец, замок, не суть. В общем, часть картин, которые лет 200, что ли, назад приобрел Эрмитажный музей, вот эти именно живопись, значит, которая была в этом замке английском, что там какая-то была тяжелая экономическая ситуация, что такое, в общем, их выкупили. То вот спустя это время, значит, решили организовать выставку, то есть эти картины, которые выставлены в Эрмитаже, повесить на исторические места, да, и вот такую интересную выставку сделать. Шла, значит, эта выставка в течение 2 дней. В первый день какие-то там влиятельные люди, спонсоры, для них был концерт. Играли музыканты, в общем, и вот был блок, где мы пели русские романсы, народные песни. А на второй день никого не было из зрителей, и это был такой мини-частный концерт для принца Чарльза, ныне Карла III, короля, собственно. И он, значит, и вот нам сообщает, что принц Чарльз, значит, вот прилетел там вертолет во дворе, и он заходит, и нам говорит, начинайте. Мы начали, значит, спели там несколько песен, романсов. Тоже русские романсы для него пели? Да. Ага. И он стоял там, слушал, потом подошел к нам, смахнул слезу, говорил, что «Ох, я так люблю русскую культуру». Чего не скажешь сейчас. Ну, это, да, понятно, политика, все такое. Но он очень тепло так отозвался о русской музыке, что, в общем-то, даже слеза у него. Ничего себе. А что за романс-то был такой, что слезу у него вышел? И это вот все-таки музыка такой универсальный язык, да? Потому что вряд ли он понимал слова, вряд ли он понимал, о чем там поется. Душевная организация у людей, я думаю, неважно, кто там, европеец, африканец или там азиат, да кто угодно. У всех, мы все одинаковые, по сути. Может быть, у нас разные культуры, но мы все по одному образу и подобию созданы. И грустная музыка, я думаю, будет одинаково восприниматься неважно кем. Ну вот вы заговорили о политике, и действительно последние несколько лет пытаются на Западе отменить, причем отменить классику нашу. Да, сначала Гергиев, потом вот Нетребко пытались исключить выступление из Королевской оперы. Вот, насколько это вообще, насколько можно смешивать культуру и политику, и насколько это вообще справедливо? Ну, в политике пользуются всегда же любыми рычагами. И культура — это все равно один из них, так или иначе. Не знаю, тут... Ну вот вы приехали на Чайковский фест. Понятно, что Чайковский — это же имя, которое принадлежит миру, да? Ну, по сути, да. По сути, мировая классика. Мировая классика, да. Русская культура, но это мировая классика, часть мировой классики. Безусловно. И невозможно выдернуть этот кирпичик Чайковского из мировой музыкальной культуры. Но ведь вроде как они не вырывают. Может быть, они уменьшили объем. Но, тем не менее, все равно вот Ла Скала, Борис Годунов,
опять же, Евгений Онегин. Недавно была премьера, где пел наш вот Алексей Марков, солист. Вот потому что они пока современников классических отменяют, до Чайковского все-таки рука, видимо, не Да, поднимается. конечно, это невозможно сделать. Это как наказать самих себя. Ну, к чему это? Чего можно добиться, отменив классику? Ничего. Говоря о «Нетребко», да, я про нее упомянула, вы как-то признавались, что спеть напополам мечтаете с ней. Не то чтобы мечтаю, но мне казалось, что это достойный. Считаю, что Анна Нетребко — это один из самых достойных партнеров вообще, если говорить об опере. Но, опять же, когда я это говорил, я был совсем молод и мало кого знал. Так, в целом, конечно, много представителей очень достойных и уважаемых, что на оперной сцене, что на эстрадной. Но все равно мне, как я тоже об этом говорил, комфортнее самому быть без партнеров. Хотя, если представится возможность, да, почему нет? Конечно, конечно. А если бы можно было выбрать, скажем так, ну или спеть дуэтом, или просто поработать с любым музыкантом, вот даже не только из современников. Из прошлого? Из прошлого, да. Поработать. Ну, не только про классику я спрашиваю, вы же в разных жанрах, да? Да, вообще вот... Муслим Магомаев, Элвис Пресли. Особенно в последнее время для меня сильно открывается направление в рок-музыке. Потому что раньше для меня это как-то... Я не знаю почему. Для дворового пацана странно. Я как будто... Ну, вот тогда был рэп. Что-то тоже я писал. Ну вот я такое время застал, потому что действительно делилось как-то на неформалов, да, панков и вот рэперов. Ну, в общем-то, действительно так и было в то время. Как-то... А я-то слушал и то, и другое. Ну, как меломан. Да, и я никогда себя ни к какому лагерю, значит, не относил. Вот. А в последнее время для меня открывается именно музыка из рок-индустрии, и очень много интересных открытий я для себя делаю. Ну вот это что, например? Кто, например? Западный рок? Да, и западный, в основном западный, потому что это невероятный уровень. Я не знаю, Дорс, Металлика, что там? Они, конечно же, и Rolling Stones, и Guns N' Roses, там бесконечно, Рамштайн. Но уникальное звучание, уникальные музыканты вообще, какие они виртуозы, как это можно, там, чего стоит вот гитарист из группы Guns N' Roses, Slash, да, это просто фантастика. Это и внешне круто, и по музыке, и там, можно бесконечно продолжать. Они до сих пор работают, уже сколько лет прошло. То есть какой-нибудь рок-группой вы бы что-нибудь тоже исполнили? Да. Я бы, может, свою создал. То есть сделать какой-то альтернативный проект, где будет здесь вы меня знаете так, а здесь это уже другая личность. Я же близнец по знаку зодиака. Поэтому были такие мысли. В принципе, может быть, и доберусь до этого. Ради забавы. Ну, возвращаясь к визиту в Якутск, чем порадуете зрителя? Ну вот в этот приезд это только, к сожалению, только Евгений Онегин. Потому что хотели мы сделать еще там через день сольный концерт здесь же с филармоническим оркестром. Сложно вообще вести переговоры в том плане, что очень много занятостей в Петербурге, в том числе там Москва, еще какие-то гастрольные выступления. Опять же, здесь тоже свои даты. В общем, ну что-то вот как-то, к сожалению, не получилось в этот раз нам сговориться именно вот на конец октября.
Я хочу, безусловно, очень хочу. И более того, я хочу, чтобы это были и мои авторские песни. Чтобы не просто песни Муслима спеть. Нельзя всю жизнь это петь, можно с ума сойти и чокнуться, как у нас говорят. Все-таки я не хочу быть дублером. И чем дальше вот ты взрослеешь, чем чаще ты слышишь, что вот, это второй Магомаев. Нет, Я не где хочу я быть второй вторым Магомаев? Магомаевым, я хочу Нет, быть первым Чернецовым. Да, я уже это говорил, что Единственным. сравнение, безусловно, приятное, потому что это музыкант очень высокого уровня, особенно в то время. Никто не может ничего сказать. Круто, уважение и почет, но все время сравнение с... И вы же с трубадуру ним, в бременских музыкантах поете. Да. Ну, скажем, бременские же, они в двух частях. И вот у нас опера, ну, как, господи, она 15-20 минут идет. И у нас идет пока первая часть. Это же... Олег Ануфриев, по-моему, да? В первой части участвовал. Не Магомаев. Да. Магомаев-то во второй был. Да, Олег Ануфриев, он там спел все за всех вообще. Вот. Кроме принцессы. Вот. Поэтому тут как бы при всем желании Магомаев не имеет отношения. Ну вот, опять же, все сводится к тому, что не хочется быть вторым, потому что, ну, можно сказать, там, вот, там, новый Дмитрий Хворостовский. Ну нет же, не может быть такого. Я понимаю, что люди, у них, наверное, я нашел оправдание этому, потому что уже Муслим Магомаев — это не просто личность, это уровень. И я так понимаю, что когда люди так говорят, это ничего личного, что типа, ну, это определенный уровень, к которому они меня приравнивают. Что вот уровень Муслима Магомаева. Спасибо, я очень благодарен этому. И будем двигаться дальше. У вас тукфенчик на руке вполне рокерского вида. Это что-то означает или это просто красиво? Ну, что-то означает, да. Но потом со временем еще узнаешь. Кто-то тебе скажет, что вот символ нордический, кто-то говорит, что это, значит, не нордический, что это его так вот мнимо называют. В общем, ну, я не знаю, сколько людей, сколько мнений. Что-то мне просто нравится, что-то на память. Кто-то подарил, что-то я сам приобрел. Вот это вот на Кубе. Год назад мы ездили с такой культурной миссией на Кубу. И вот этого льва. Хорошо. Ну, у нас время уже подходит к концу. Последний вопрос остался. Да? Можно сказать, что благодаря голосу и таланту вы открываете мир. А какие открытия вы сами делаете в этом мире? Да, очень разные, бесконечные открытия. Даже трудно что-то выделить. У меня я все свои открытия и мысли как раз вот на этот счет стараюсь выписывать в одно стихотворение, которое у меня есть. Я его называю стоическим. Стоицизм — это направление, да, философии. Да, древнегреческой. Вот. Не буду углубляться в подробности. Кому интересно, могут это, собственно, очень легко найти в интернете. Да. Что за стихотворение? Вот как есть книга у Марка Аврелия «Наедине с собой». Это философские размышления и такие замечания для самого себя, которые спустя вот там практически 2000 лет, читая, можно точно так же на себя переложить. Потому что очень много интересных мыслей. Вот. И я в какой-то момент такую же
завел заметку, куда начал, ну, правда, в стихотворном режиме выписывать такие же замечания. Поделитесь или не? Вот самое забавное, что я наизусть его не помню. Оно у меня есть там в телефоне, но я могу что-то зачитать. Можете зачитать? Да? Так, это... Ну, допустим, Да. оно не маленькое, и Ну. я его периодически дополняю. Будь осторожным в помыслах своих, твои желания имеют свойство сбыться. Летая, важно не разбиться, а приземлиться на своих двоих. Спасибо. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.